Напомним, что летом резкое повышение цен на нефтепродукты вызвало общественный резонанс. Стоимость повысилась почти в 3 раза. Тогда в дело вмешался глава республики. Чего сейчас стоит ждать автолюбителям? В вопросе разбирался наш корреспондент. Рост цен на бензин обсуждается у нас тем же неизменным постоянством, что и смена погоды. Вот только обусловлен он явно неприродными особенностями и потому вызывает гораздо больше эмоций и вопросов. К примеру, сегодня профессиональный водитель Иван только за один рабочий день тратит на топливо более 970 рублей. А уже с завтрашнего дня его расходы увеличатся в среднем на 100-150 рублей в день. Конечно, неудобно. Зарплата маленькая. Но повышение существенно отразится на вашем кармане, да? Да. Топливо от Саханефтегазсбыта подорожает в среднем на 10%, то есть 95-й будет стоить 44,80, 92-й 42,80, 80-й 32,5 рубля, а дизель составит ровно 44. В компании подчеркивает, что основными факторами, влияющими на повышение цен в России, являются новые акцизные ставки, а также инфляция. Если бы мы сейчас приобрели 1 тонну нефтепродуктов и привезли ее, а этот расчет необходимо понимать для того, чтобы, продавая в текущем году 220 тысяч тонн, мы могли в следующем году 220 тысяч тонн купить. Мы должны были увеличить стоимость по литру чуть ли не на 8-7 рублей. Это, безусловно, такие жесткие ценовые меры, которые мы не планируем предпринимать. Таким образом, как говорят в компании, они возвращаются к старому порядку изменения цен, то есть 3 раза в год, чтобы не было резких скачков. Но у их, можно сказать, главных конкурентов в Якутске цена не меняется. Почему? Возможно, какие-то изменения в законодательстве и в налоговом законодательстве. Возможно, какие-то изменения на поставку сырья, скажем так. Но пока сложно прогнозировать. Действительно, сейчас кризис, экономика нестабильна, то есть и может произойти все, что угодно. То есть, но пока таких предпосылок не было. С ГСМом тесно связаны практически все сферы нашей жизни. Растущие цены на бензин так или иначе затронут каждого. Цена любого товара входит в стоимость его перевозки. А если перевозка получится дороже, то и цена, соответственно, растет. Как думают эксперты, особенно это скажется на нашем сельском хозяйстве. Я думаю, республика найдет средства для компенсации, особенно сельского хозяйства. У нас все работает на тракторах, и это топливо, и это достаточно большой тоже объем потребляет у нас сельское хозяйство. Я думаю, что для сельского хозяйства будет не самый лучший вариант повышения цен. Также высокие тарифы могут сказаться и на северном завозе. Здесь, конечно, свою роль играла, играет и будет играть все-таки транспортная схема, которая является на сегодняшний день у нас наиболее затратной частью. Но наши операторы — это такие предприятия, как Саханефтегазсбыт, это Туймада нефть и другие применяют и стараются применять, значит, это перекрестное субсидирование. Увы, дать какие-либо точные прогнозы на то, каковы будут цены на бензин в ближайшие годы, наши собеседники не решились. Однако тонко намекнули на то, что, скорее всего, никаких бешеных скачков ожидать не придется. Виталий Абрамов, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.